считаю, что традиционные игры, особенно подвижные, они должны вводиться во всех школах. В Паша Тольятти. Сакирка. Он в православном гимназии работает. Да, знаю, я такой Вот, и гимназии. он же Вот, физкультуру он там физкультуру. Он получил на от основе батюшки традиционных игр. разрешение на ведение уроков физкультуры в традиционной манере, то есть в традиционных играх. Значит, меня зовут Сакирка Павел Петрович. Значит, я живу в городе Тольятти и преподаю физическую культуру в гуманитарном колледже города Тольятти и православной классической гимназии города Тольятти. Вот. Вся моя физкультура, значит, строится на том, что я вместо основной модели физической культуры, то, что нам предлагают в ГОСы, даю немножко свое. А свое заключается в том, что я даю народные игры. Игры, которые я придумываю сам, потому что у меня уже очень большой опыт работы и кое-что в голове складывается. Игры с экспедицией, ну и так далее. Вот. Играми я занимаюсь где-то с института, когда я там учился, со 2-го курса. Вот тогда в голове произошло такое открытие, видение игр. И вот с тех времен, конечно же, это было давным-давно, я всю жизнь собираю и до сих пор собираю, значит, игры. Делаю из них свою классификацию, раскладку и даю эти игры детям. Конечно, ориентируясь на основные понятия программы той физкультуры, которая, согласно ВГОСам нам дается. То есть, допустим, летом мы на лыжах не ходим, как это делают, допустим, спортсмены-лыжники на роликовых лыжах. Зачем? Для этого есть зимнее время. Летом мы занимаемся другими делами. То же самое и зимой, можно сказать, что мы занимаемся зимними вещами, ну и так далее, и так далее. Мое мнение такое, что каждый народ живет в своем отдельном регионе, и физкультуру надо строить из того, какой это регион, какие климатические условия, какие, может быть, национальные традиции этого региона. И почему бы, исходя из этого, не построить физкультуру? Понимаете, чтобы это потом человеку помогало жить в этих условиях, комфортно жить, уметь. Если надо прыгать, значит, надо прыгать. Если надо бежать, значит, надо бежать, иметь твердые руки и так далее, и так далее, и так далее. Вот, исходя из этого, если мы задумывались над физкультурой, тогда, конечно, она была более нужна. Мои игры, что касается моих игр, понятно, сейчас есть, благо, интернет, много берешь с интернета, а так, еще будучи студентом, у меня где-то коллекция книг по играм, не знаю сколько, штук 40-50, в то время это издавалось, можно было приобретать. Сейчас, к сожалению, за последние 30 лет не издалось ни одной книги по играм. Все говорят, почему дети не играют во дворах? Да потому что даже некуда обратиться ребенку купить и почитать, потому что ничего не издается. А если что-то и появляется, очень маленькими тиражами. Возьмите любую книгу по играм, допустим, советского времени, там 200 тысяч, там 70 тысяч, там 50 тысяч экземпляров. Вот. Благо здесь немножко спасает в этом вопросе такая ситуация библиотеки. Вот у нас в Тольятти есть библиотека Автограда, 4 этажа. Вот там, да, там вот до сих пор в этой библиотеке сохранились книги, в частности, по играм, по моей тематике. Очень интересно, перевод с венгерского, книга замечательная. Игры народов СССР, понимаете, 80-го года издания, 70-го и так далее. Вот там можно, кто заинтересуется, конечно, там порыться. А так, благо есть интернет, можно, там находить, смотреть о новых новшествах в вопросах игр по всему миру, что нам, допустим, Австрия, Япония и так далее. Там же очень сильно занимаются этим вопросом развития игр. У нас, к сожалению, это в зачаточном уровне находится. Но ничего, работаем, живем, и слава богу. Вот. Я преподаю в колледже, ко мне приходят студенты. Они после 9 класса поступают к нам в колледж и учатся, это будущее преподаватели начальной школы и воспитатели детских садов. Приходят в основном это Самарская область, город Тольятти и немного из Ульяновской области. То есть приходят из деревень, чем для меня ценен контингент, дети из деревень, понимаете? Они играли в деревнях, они знают очень много разных игр. Вот. И, конечно же, если люди ходят в экспедиции, собирают бабушек, дедушек, то здесь получается экспедиция ко мне приходит. Потому что здесь самое главное выйти на доверительный уровень с ребенком, а я это умею делать. И человек начинает раскрываться. То есть он рассказывает, во что. И иногда бывают находки, я вам более того скажу, такие вещи, которых просто нет ни в одном учебнике. Допустим, чувашская игра недавно нашел, Вартан Татмали, там вообще уникальная игра. Там и бегать надо, и догонять, и всякое такое.
Да, и таким образом, как бы вот экспедиция приходит ко мне, то есть я от детей учусь, очень многому учусь. Описание игр, правила, безусловно, одна и та же игра, мы, допустим, ее знаем, но это не факт. В разных местах в нее еще по-разному играли, в разных деревнях, да, даже в одной деревне, на одной улице так, в другой так, хотя название игры одно и то же. В этом и богатство, и интерес игр. Понимаете? И название, соответственно. Надо вот прислушиваться, как дети реагируют, как они называют. Вот, допустим, есть игра «Лапта», да, а есть игра «За городом город». Понимаете? Это вот надо перебегать с одного города в другой, потом в третий, потом в четвертый, и с четвертого вернуться в первый. Вот мне один человек говорит, так это, говорит, база, это как в бейсбол, базы. Вот, ребята, вот здесь наш русский менталитет, понимаете, здесь за городом город. У русских понятий, они города берут. Помните песню «С боем взяли город Брест», вот это раньше была военная песня, а? Вот, мы города берем, а база у нас продовольственная. Поэтому вот этот нюансик поменяй в игре, уже не то будет, немножко даже вот звучание. Мы города берем, а базы, пускай американцы в бейсбол играют, у нас свое. Вот эти нюансы, я считаю, они важны, они важны. И если мы говорим за лапту, не надо называть ее, это как в бейсбол. Бейсбол это бейсбол, это они, а это мы. У нас по Самарской области 4 вида лапты только, 4 вида лапты. А если по России брать, так там вообще бесконечное количество. Вот. На мой взгляд, самый интересный вариант это со щитами игра в лапту. То есть, когда ты бежишь, у тебя маленький щит кулачный, и ты можешь им защищаться от мячика, который в тебя бросает. Это играли в Твери, допустим, такой вариант. Кто знает? Да никто не знает. Не надо игру делать спортом. Вот это самое страшное, от чего игра убивается, просто убивается. Игра это многообразие. Надо смотреть и туда, и туда, и в ширину, и в глубину. Допустим, вот ребята Ярославской федерации лапты, там семейный круг у нас фестиваль, приехали, ну так, как бы с детьми поиграть. Я говорю, слушайте, здесь же давайте щиты сделаем. Каков был ответ? Да ты что, да у нас правила, да у нас федерация, вот это все. Ну и все, молодцы, что. Игру взяли, практически убили, загнали в эти рамки. Ну, уже не то, уже у них размеры, наверное, палки, да, лапты. А палки были разные, и плоские, и обычные палки круглые. Тут. И вот, как бы зная такой массу игр, мне уже в какой-то степени интересно, допустим, рождать что-то свое, придумывать что-то свое. Иногда это получается. Находки. Что-то придумал, проверил на детях. Детям понравилось, играют, азарт, все, я попал в десятку. Иногда не очень. Все убрали, оно не интересно, понимаете? Но самое мне еще интересно, залазить внутрь игры и смотреть, как она работает. И там очень много находится всяких интересных вещей, допустим, применительно, ну, даже, я так скажу, к нашей вообще всей русской культуре. Например, это переходы состояний. То есть вот началась игра, это всегда азарт, всегда это взрыв, беги туда, это свистит, это орет, это обзывается, ты косые руки, ты чё, вот это все происходит. Если этого не происходит у меня во время игры, я сам это подстегиваю. Ну как психику завести человека? Это громкий голос или громкий свисток, это всегда вот, чтобы человек проснулся, потому что игра идет, надо играть, не надо спать, да давай, вот это все. Игра кончается, бах, сразу обрубила. Все. Никакой мести, забыли, успокоились, переключились. Вот эти способы включения и выключения, они очень важны для нашей всей культуры. Вот. Они очень ярко были, допустим, выражены рекруты, когда провожали солдата в армию, его освобождали в деревнях от крестьянских работ, чтобы он мозгами переключался с мирной на военную жизнь, отходил. Он гулял неделю, там они пили, там они дрались, плясали под гармошку, он потихоньку уже переходил, потом побрили, ой, побрили, брат, побрили, его в поезд и повезли. То же самое с армией приходил или с войны приходили. Но это до сих пор осталось, да. После армии я месяцок погуляю. То есть вот такое же есть, конечно. То есть нельзя сразу человека нагружать, надо психологически перестроиться. Это было всегда. Это было в разных проявлениях. Вот, допустим, яркая это армия. Вот, игра, она была всегда, ее было много. Вот там, я считаю, это была тренировка. И вот еще яркий эпизод такого способа, вот Андрей Давыдов, самарский фольклорист, он записывал плач. Плачет, значит, девушка, это уже бабушку записывали, плачет она, стоя на коленях перед отцом, то, что ее отдают замуж.
Там были специальные тексты плача. Вот мы, говорит, записываем, мы, говорит, стоим, и бабушка, говорит, на коленях стоит, она реально плачет, понимаете, у нее слезы текут. Мы, говорит, уже все такие, уже там вот так вот все, она плачет, и вдруг бах. А, Люба, чайник поставь, сейчас чайку попьем. Мы, говорит, в шоке, как это так? Она вот плакала, она чик уже все, и опять плакала. Вот это мы, говорит, вообще, нас, говорит, еще месяц, наверное, трясло, вот, ну, от нерв. А вот так все. Человек должен, была очень такая гибкая психика, было вот эти такие переходные какие-то состояния, и человек жил, за счет этого выживал, как бы, в условиях там и войн, мама не говорю, сколько у нас их было, и потерь близких и так далее. Жили, поднимали, он какую страну отгрохали. И, на мой взгляд, вот в игре это было прям вот ярко. 11 игра, значит, я взял здесь в Тольятти, потому что я люблю учиться у детей до сих пор. Это как во дворах играть. Я сейчас что-то смотрю, то, что я не знаю, я могу просто подойти у детей, спросить. Вот. Пытаюсь понять, что это такое, как это. Мне дети рассказывают. Вот, в частности, игра 11, я ее научился от детей здесь в Тольятти. Встают в кругу, значит, и перебрасывают мячик. При этом можно говорить. 1 первый бросок и последний 11. Там ловить нельзя, там надо мяч отбить в середину. Вот. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 говорить нельзя. Надо про себя считать. За ошибку, если ты ошибся, садишься в круг. Садишься в круг. И начинается по новой. 1 опять бросают. Вот. Сидишь ты в кругу, соответственно, если 11 ударили, по тебе попали, ты можешь встать. Не попали, значит, дальше сидишь. Или ты прыгнул, поймал мячик. Вот это что-то наподобное нашей горячей картошки, как когда-то была у нас в детстве. Сейчас, кстати, горячая картошка называется котел. Поехали. 1, 2, ой. Садись. 2. Да, это было 2. 1. Урок было меньше. 11. Один. Это очень больно. И 12. Попал туда. 1. 11. Это 10. Садись. 1. Я считал. Ай. А внутри игры, конечно, есть там разные нюансы. Есть там разные нюансы, усложнения и так далее. Есть там такое понятие, сколько время. Если я играю и забыл, какой счет, я могу мяч поймать и сказать, сколько время. И мне скажут ту цифру, которая сейчас есть на мне, допустим. Ну, это уже такие нюансы игровые. Вот, потому что поначалу так играют, потом посложнее, потом придумывают что-то новое. Игра — это свобода, понимаете? Она не зажата рамками, вот, допустим, спорта. Здесь так, исходя из возраста детей, исходя из интереса, из уровня мальчик, девочки, это все вот варьируется из физического развития. Поэтому много вариаций в любой и каждой игре. Возьмите наш русский чиж, ну просто миллион вариантов. Вот ну миллион вариантов. И разные приспособлениями играли, и разные правила были. Это о чем говорит? Это вот как раз и говорит о свободе игры. И вот то, что с ней происходит. И как это не замечать, как это не брать, как это не изучать, ну это просто... И все от человека зависит. Ну что я и курсы проводил, кучу семинаров провел. Ну, если человек берет, если заинтересовываться, а есть такие, потом мне вот пишут, вот, тогда да. Если у человека интереса нет, если ему эта вся работа, ну так, часы отвел, и все, ну тогда о чем здесь говорить. Студенты колледжа. Вот как раз студенты колледжа — это будущие учителя начальной школы и воспитатели детских садов. И было бы просто глупо давать стандартную физкультуру, потому что вот технику бросания мяча в кольцо, баскетбол, или техника приема, ну кому они ее будут показывать? Ну что, в начальной школе, да, этого еще не изучается, или в детском саду, да нет, конечно, или технику бега, низкого старта, там, понимаете, лыжные ходы, кому, для чего и зачем. А если они будут знать игры,
игры с мячом, вот, при стенах, там, в лягушку, в то все. Вот что надо детям, вот что будет здорово, когда они придут в школу и смогут их научить. А научить где? Есть продленного дня, значит, да, есть большие перемены, есть работа в лагерях, можно и урок физкультуры провести, и чем детей занять, потому что они должны получать двигательную активность все-таки. Вот. Нет возможности выходить в коридор, да пожалуйста, да я и в классе смогу провести, я на лестничной площадке смогу провести. Мне дай кусок бумаги, я с бумагой игрой придумаю. Но это все есть, это все изучается, это все берется, это все надо знать.